Ну, что у вас в ходе, получается, В конфликта? ходе у нас конфликта произошла драка. Неоднократно судимую жительницу Жешерта Анну Килишеву сотрудники Усть-Фымской полиции задержали в конце октября прошлого года. Незадолго до этого нашли мертвой ее знакомую, которая некоторое время гостила у нее в квартире. Учитывая, что у женщины были переломаны ребра, по характеру травм оперативники первоначально отрабатывали версию, что ее избил мужчина. Проверяли круг ее многочисленных маргинальных знакомых. Потерпевшая ведет антиобщественный, аморальный образ жизни. Постоянно употребляет спиртные напитки в различных компаниях. То есть, соответственно, в дом приходят к ней то одни, то вторые. Компании постоянно меняются. В итоге, в последующем, пришлось опрашивать всех соседей, уточнять, ходить по магазинам, смотреть, с кем приходила в магазин, где приобретала спиртные напитки. И уже в последующем была установлена именно та женщина, так как в течение нескольких дней только именно с ней она приходила в магазин. Оказалось, за 3 недели до роковой ссоры женщины распивали спиртное. Конфликт возник на бытовой почве. Незадолго до этого, на период своего ареста за очередное административное нарушение, Анна Килишева разрешила приятельнице пожить в ее квартире, причем вместе с кавалером. Когда она вернулась, она застала одну девушку в доме и спрашивала ее за то состояние квартиры, в которой она непосредственно заметила, когда уже пришла на свое место жительства. А ей не понравилось именно состояние квартиры, что грязно, как так она девушка, а так может, такой в свинальнике, как она пояснила, в таком жить. Та из женщин, которая являлась гостьей, сказала, что что-то обидное, как она пояснила. Мы поругались из-за того, что тут была, бардак дома был. Я начала ей, объяснять, почему так прибились там то. На что она меня начала огрызаться. Словесно, ругань, ссора, и мы начали это. Где в основном физическое воздействие начали? Физическое воздействие началось у нас на веранде. Проходим. Каким образом начали? Мы схватились друг за друга за волосы и начали трепать. Разозленная хозяйка стала избивать квартиранку руками и ногами. Гостья упала на пол и защищалась как могла. После избиения она ушла и обещала пожаловаться в полицию, но почему-то этого не сделала. Не обратилась она и за медицинской помощью, хотя из-за травм начались осложнения. Килишева написала явку с повинной. Признала Анна и кражу денег у одинокого пенсионера, который попросил ее сходить за продуктами, а потом предложил выпить. 22 тысячи рублей, которые хозяин неосмотрительно оставил на журнальном столике, стали для нее легкой добычей. С учетом неоднократных судимостей, в том числе за кражи и причинение смерти человеку, Усть-Фымский суд, даже с учетом смягчающих обстоятельств, довольно строго наказал рецидивистку – 9 лет колонии общего режима. Приговор она с адвокатом решила обжаловать.